Lexus ехал в Сыктывкарском местечке Чит в сторону лесозавода. По словам очевидцев, скорость автомобиля минимум дважды превышала допустимую. В затяжном повороте нарушитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигалась Audi. Водитель Audi, 31-летний Николай Каракчиев, от полученных травм скончался на месте. 4-летнего сына, который сидел на переднем кресле в удерживающем устройстве, успели госпитализировать, но в крайне тяжелом состоянии. Сутки врачи боролись за жизнь Артема, но сбылось. Мальчик скончался, не приходя в сознание. Надо выдержать. Вообще ничего не осталось. Все. От сына тоже ничего не осталось. Никого. Стояла на коленях, умоляла. Боженька, оставь хоть кого-нибудь. Это неправильно. Дети должны хранить нас, а не мы детей. Ой, Господи. Сам виновник аварии, который незадолго до этого освободился из колонии, получил различные травмы, не опасные для жизни. В случившемся Тутринов обвинил погибшего. По его словам, водитель Audi сам пересек разделительную полосу и спровоцировал столкновение. Тутринов Максим Михайлович никаким образом не загладил ни причиненный, ни моральный, ни материальный потерпевшим вред, не извинился перед потерпевшими. На протяжении всего судебного следствия он отрицал свою причастность к совершению преступления, а также отрицал и необходимость возмещения им имущественного вреда. За пьяное ДТП, унесшее жизни 2 человек, водителю «Лексуса» суд назначил 11 лет колонии строгого режима. Тутринова обязали возместить и материальный вред потерпевшим. Где-то убийца, тебя казнить надо, линчевать надо. Что не надо? Двоих детей убил. И 11 лет тебя казнить надо. В итоге и сам виновник, и потерпевшие остались недовольны решением Фемиды. Заявили о намерении обжаловать приговор в следующей инстанции. А это значит, точку в этой жуткой истории предстоит поставить Верховному суду. Мы продолжим следить за этим делом. Антон Булаев, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.